Кем-то время и небо расколоты. Спят деревни. Давно уже спят. Потемневший от времени колокол не ударит тревожно в набат. Затянувшаяся ночь. Наилучшим путем для постановки нашей сегодняшней проблемы имеем возможность предъявить отрезок от фильма Анатолия Балуева. Фильм «Мам» снят 10 лет назад, и там повторяется десятки раз из многих уст один мотив, иногда несознательно, но из уст поэта Асилия Павловича Кузнецова самым прямым образом, такими словами. Задумчивый ветер, опавшие листья, разлуки предчувствия скрыто с трудом, и давит балласт сфабрикованных истин, и нет настоящего, все на потом. Но кончились силы начать по-другому, и кончилось лето, и поняли мы, что нет впереди ни надежды, ни дома, нас ждет одиночество среди зимы. Поэт пессимистичен, но диагноз о причине пессимизма очень меткий. И давит балласт фабрикованных истин, и давит балласт фабрикованных истин, и давит балласт фабрикованных истин. Если силы кончились, то с отсутствуем. Но мы уверены, не все без сил, не все больные. Но как понять слова «начать по-другому»? Мы понимаем вызов «начать по-другому» так, что пора перестать жить в духе инкарнации от Иоганна Готлиба Фихте, которые бытуют до последнего времени практически на всех языках, и у больших и у малых народов. Начнем по-другому хоть в том понимании, как призвал к ренессансу культуры Альберт Швейцер. Понимание 2013 года позволит нам выразиться так: пора закончить с увлечением постройки иерархических систем. Пора понимать, что компьютерный мир и сетевой мир празднуют свое 40-летие, структура мира все более становится сетеобразным. Уважаемые слушатели, голос, который читает настоящий текст, принадлежит не человеку, а речевому роботу или речевому синтезатору. Настоящее время станет для людей актуальным способность различать, что можно доверять роботам, и к чему следует посвятить творческие силы самого человека. Итак, человек, как по-иному, в какой области мыследеятельности следовало бы тебе вперед по-иному, не по-привычному относиться? Поэт Асилий Кузнецов оставит вопрос открытым. Меня зовут Агу Виссель, и я не буду хвалить роботов. Только тематика речевых синтезаторов обозначит ту мощь, которую сейчас в мире достигли компьютера и связанные компьютерами сетевые проекты. И благодаря этой мощи мы сможем сегодня по-новому посмотреть на маленькие сети, в лицо сети. Я имею в виду деревенскую общину, деревенская сеть между людьми, которая в корне отличается от государственной и глобальной большой сети. Также этнические общины, которые качественно различаются от моделей государственного и глобального уровня. Новая мудрость сетей позволит нам видеть, какая тонкая мудрость по всей ширине каналов общения, без всяких потерь, имеется в этническом и деревенском практике. Слово
о человеческой мудрости, которой не в модели, не в статистике, а в самом человеке и при человеке, говорит Валдо Руттас. И Валдо Руттас тот человек, который 30 лет назад попал на организационные деятельностные игры и там испытывал такое превращение, как целый коллектив, несколько десятков человек зазвенел новой мудростью, как будто колокол. И после этого, несколько лет позже, он начал примерно такую же практику развивать в Эстонии, назвал мыслетологией. Вопрос ставится таким образом, что те люди, которые соберутся, но они знатоки своего дела, у них не хватает, с одной стороны, в одиночку сил и ума для разрешения этих сложных проблем. Так что надо в этом смысле собраться, как собрались люди в старое время, что вот эта крестьянская культура всегда занималась или считала, что вот эти толоки являются вот таким средством, когда можно решать непосильные задачи, объединяясь. Но и вот это самое главное для нас. То есть вот это. Сперва требовалось 5-6 лет совместной работы и испытаний вместе с тартусскими педагогами и социологами, чтобы иерархические игры превращать в синергетические мыслетологии, где люди без погон. Очень важно, чтобы людям, которые занимаются решением из своих проблем, надо доверяться полностью, объясняет Валдо. Мы искренне глупы в этих отношениях, которые касаются личной жизни, личного опыта, личных таких воззрений на мир, личных ожиданий от мира, то есть личного такого мира, понимания мира, усвоения или вот таких высоких каких-то таких калибров вопросов. Дело именно в этом и этой искренности в таком плане, что мы глубоко убеждены, что самым крупным специалистом своих переживаний, своих видений, своих точек зрения или своего опыта, это сам человек. Мы повторяем, что Talgujat в Эстонии имеет опыт синергетической мыследеятельности уже 30 лет. Может, у кого-то естественный вопрос, имеем мы такой хороший пример, чтобы какая-то община деревенская или этническая уже работает и живет в таком в духе мыслетолочной истинной истины, уверенно, как пример. Но, к сожалению, такого хорошего примера у нас нету. Почему? Две причины. Во-первых, мы имели в своей практике длинный пробел, когда не практиковали 15 лет по определенным причинам. И опять мы собрались только 4 года назад. И во-вторых, во время первой активности была перестройка и переструктуризация государства и экономики. И задачи, которые тогда ставились, были такие очень быстрые и конкретные. Составить
план развития общины, составить законопроект какой-то или перестроить какую-то структуру образования. Вот такие конкретные документы мы помогали коллективам разработать. То есть мы главным образом оставили в коллективе конкретный продукт, но сами пошли дальше, к следующему коллективу. Работали как будто музыканты скоморохи или средневековые монахи, которые ходили по деревням, тяжелые книги на плече и читали там людям. Читали несколько суток, пошли в следующую деревню. Значит, эта грамотность пошла вместе с монахами. А там в деревне мало кто немного азбуку выучил. Вот так и мы в первый период. Компетенция синергетической работы накопилась у команды, который помогал коллективам. Но так быстро за несколько, 2-3 рабочих сессий по 3 длинных суток местные люди, большинство, не смогли освоить многого. Тем более, что тогда и задачу такую не поставили. Вот завершили совместную работу, радовались благодарности и пошли дальше. Но сейчас в этой тематике придется задачу поставить по-другому. Процесс рождения и развития истинной истины для face-to-face маленькой сети не происходит так, как проектирование там фабрики или плана Койрло или совхоза. Скорее всего, это как появление цветов весной. Невозможно определить точное время и место первых цветков. Или нагрянет мороз, или просто неудача затопчет кто-то. Но в какой-то момент этот процесс становится более уверенным. Пойдет как эпидемия инфекционная, ну, хорошая эпидемия. Ну и кроме того, люди ведь имеют свой разум и волю. И то иногда может способствовать или наоборот притягивает балласт сфабрикованных истин или же наклеится на какую-то химию традиционную или новую. Вспомним эксперимент Стэнли Милграма, чем он доказал на деле, что на сегодняшнем глобусе между любыми двумя людьми имеется дистанция 6 шагов. То есть 6 рукопожатий между знакомыми. Но задумайтесь, какое преимущество имеют люди, которые живут в радиусе 1 часа пешего хода. И эти люди не просто знакомые на рукопожатие, а соратники по совместной мыследеятельности, взаимной помощи. Люди, которые свободны от сфабрикованных, бессмысленных истин и разработают свои истинные истины. Вот это истинная синергия. И это возможно только в малых общинах. В таких общинах, где живут не следуя моделей, а следуют суть каждого человека. Каждый человек нужен. К сожалению, нет у нас времени смотреть, что сказал 60 лет назад Азимов, а также наш современник Дункан Уотс.
Вспомним голос Василия Кузнецова 10 лет назад. Но кончились силы начать по-другому. Слова «кончились силы» я толкую сейчас как «нету ресурсов». Но за последние годы появился новый ресурс – природа сети. Если накопим понимание и опыт сети с нашего конца, то накопляется у нас ресурс мыследеятельности огромный, без балласта. Эта весна была мне очень интересная. Вместе с культурой Коми Пермаков, вместе с чистыми и трезвыми фильмами Анатолия Валуева. Мне жаль, что не могу говорить с вами по-человечески, но спасибо, что вы приглашали, и могу сказать так через интернетную трубу. Передайте мой персональный привет к Василию Кузнецову. До свидания.